بقى هي دورة توبة ميرو سدين وصحي برقص دنيا عقد يلا بقى كانت مصدر شوف الوحي كنتي عشان يشيل هي دورة توبة ميرو سدين وصحي برقص دنيا عقد يلا بقى كانت مصدر شوف الوحي كنتي عشان يشيل هي Они давно стали единым целым, и все, чьи пути дороги когда-либо пересекались с их дорогами, никогда не различали в них двух разных существ. Странник и посох породнились навсегда. Так, по крайней мере, утверждали люди, их знавшие. Если вдруг заболевал один из них, умолкал и другой, смиренно дожидаясь дня, когда все образуется, станет на свое место и можно будет снова двинуться в путь. Странник вообще не мог жить оседло без этого движения, а посох без своего друга превращался в обыкновенную палку. Какая радость для них была в этом движении, наверное, знали только они вдвоем. Знать-то знали, но если бы кто-нибудь задал им этот вопрос, наверняка не смог бы дождаться вразумительного ответа. Просто надо было идти вперед и непременно вдвоем. Весь смысл и заключался в этом. Так начинается сказка-притча «Посох странника», которую написал на смерть Раи Евлоевой известный режиссер-документалист, сценарист Ратмир Льянов, почти полвека знавший и глубоко уважавший женщину-легенду. Боль и сердечные раны кровоточат и ложатся символами на белый лист бумаги. Не верится, что ее нет с нами. Долгие годы, работавшие рядом с ней, знавшие ее десятилетиями друзья-коллеги, вспоминая сегодня Раю Евлоеву, не скрывают своих чувств. Помните у Высоцкого? Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Не кажется, что о ней написано? Рая могла, как целый оркестр, двухчасовой концерт сама одна сыграть на гармошке. Да? Она секундами меняла тональности, гармонии, все. Она могла, как я иногда, когда слушал вот вживую, тогда не было фонограмм. Ну, были возможности сделать фонограмму, но тем не менее играл живой оркестр. И весь этот оркестр вытягивала Рая и Абукар. Вот с другим даулистом Рая не могла работать, потому что другие даулисты не слышали и не слушали, не чувствовали Раю. И Абукар не мог, потому что они настолько были в сотворчестве, настолько дополняли друг друга. Вот мне казалось, что этот тандем не должен закончиться никогда. Раю узнал где-то в классе в 5, наверное, где-то 81-82 год. Ну, Рая это Рая, по-моему, этим все сказано. Рая это мужчина была. Принять там что-то, кто-то, что слабинку дал, она такого не прощала. Рая была такой жесткий человек, достойная женщина, гордая, что она ингушка, и
и всегда это вслух говорила. Рай — это целая эпоха. О рае можно говорить вечно сейчас. Это была рая просто. Такой женщины больше не будет, наверное. Женщина, которая могла и вместо мужчины сказать, и вместо женщины, она могла в нужный момент как мать обратиться, а в нужный момент как отец. Такая. И рай уважали все. Мне не всегда было тепло, и не всегда было светло. Я вообще не знаю, что такое светлое. Но я старалась, то, что я делаю, чтобы это нравилось людям, и если люди улыбались, и если люди благодарили, то мне становилось теплее. Я не злопамятная. Вообще люди, которые сейчас меня окружают, они немного удивляются, что я могу свободно общаться с теми людьми, которые мне делали до той степени больно, что я пережила, скажем так, инфаркт, доведена была до этого состояния, был микроинсульт, это, между прочим, очень серьезно даже. Поэтому даже и сейчас я не могу вот так вот настроиться и говорить, вот ты мне это сделал, а вот я тебе это сделаю. Никогда не смогла. Могу так. Я в этом плане очень мягкий, очень быстрый, отходчивый человек. Рая умела своим присутствием всех организовать, заставить всех посмотреть на себя, как они выглядят, как они одеты, как на ком сидит национальный костюм, ведь она очень дорожила национальным костюмом. И она говорила, что костюм нужно одевать с уважением, танец нужно уважать, и в круг нужно выходить с чувством уважения к культуре своего народа. И потом только ты имеешь право выйти в круг и исполнить танец народа, культуру которого ты должен знать. А ведь она не просто вот обучала танцам, она не просто обучала там игре на музыкальных инструментах, на гармошке, она воспитывала. Это вот надо было с ней выехать раз-два, чтобы увидеть, как она общается со своими детьми, как она лелеет каждого, как она дорожит каждым. Она знала о каждом ребенке, о его семейном положении. Вот мы были в горах, и был мальчик Аушев, с которым она все время так вот нянчилась, обхаживала его. Она говорила мне, мама его доверила, а он у матери один, и он должен вырасти таким хорошим. Ну, вот о Рае говорить можно бесконечно и воспитывать на ее образе. В 1994 году, когда я пришел, я помню сразу с корабля на бал это было, чешкой сразу в ноги, и сразу она меня поставила прям в танец. Я говорю, Рая, я ничего не знаю. Нет, говорит, научишься. И поэтому с тех пор я вот здесь, 27 лет. Как сегодня помню, кабардинский танец был. Для меня он простой был танец, там, линии, хождение. И как-то, получилось. И в детстве я помню, кое-какие движения знал, ход там. И вот в течение, скажем, 2 недель уже я знал полноценный танец. И так, ингушский массовый танец у нас сразу был, потом горский танец мы делали, я помню. За полгода мы уже научились всему, всякие разные движения, и я помню, во дворце ДК города Назрань мы там выступили. Тогда ансамбль был только, мы создавали, и Рая нас сразу, вы сможете, давайте, и вывела нас на сцену, и получилось. И уже мы, все уже знали, что есть уже ансамбль «Магаз». Это уже второй ансамбль был. Ее раздражало, когда человек, придя на репетицию, не очень так любит заниматься этим делом. Она всегда говорила, не нравится, прошу освободить зал. Она не кричала, не стучала, но вот когда она видела ученика, который в танце просто расплывается, она говорила, просто она таяла.
Мы сегодня обязаны воздать должное Рае, потому что она именно является тем человеком, кто сохранял, пропагандировал, приобщал молодежь к музыке, вокалу, к ингушскому танцу. Ее ансамбль «Сатта», девочки, которые действительно подарили не одному поколению музыку, именно ингушскую музыку. Девочки, которые выступали по тем временам на всесоюзных конкурсах и являлись лауреатами, это ж о чем-то говорит. Она создала не один же коллектив. Ну, случилось определенные изменения. После Ингушетии она создала свой Кавказ, а потом уже был ансамбль Магаз. Но это же опять здоровье. Она же уже была далеко не в юношеском возрасте. И я думаю, все вот эти перипетии судьбы ее и понимали, а многие и не понимали. А многие преграждали ей путь и не принимали такой, какая она есть. Да, она самородок. Она видит этот мир так, как его чувствовала. Но ту любовь к музыке, к танцу, которую она передала своим ученикам, они сегодня являются продолжателями. Конечно, многие уже пенсионеры, но тем не менее они привлекают новое поколение детей к национальной культуре. Это и есть преемственность. Мы знаем друг друга очень давно. 67-го года мы начинали здесь вместе. Я танцевал тогда, видишь, за Ингушетию, за Назрань, тогда Чечена Ингушетия была. И мы друг друга уже давно знаем, с полуслова, как говорится, понимаем друг друга. Для этого надо родиться. Это талант от Бога, от Всевышнего. Его нельзя приобрести на стороне. Это упорный, бессонный ночи, упорный труд. Все время преодолевать. А какие были условия? Никаких, практически никаких. На энтузиазме. На мечтах вот так вот, когда-то что-то получится. Вот так. Как она и посвятила все это свое. Трудно у нее было очень. Начало. Она очень так внешне вроде бы строгий человек, да. Но вот когда вне экрана, вне сцены, когда это вот как родной человек. Играла она отлично. Такое даже не было в республике, как Рая играет. В республике лучше нету.
после окончания школы я мечтала поступить, наверное, сейчас это смешно, в авиационное училище. Это была моя мечта, небо всегда меня завораживало. Вообще не любила никогда ходить по земле. Я любила небо, и эта мечта у меня так и осталась. Так как когда уже все документы были собраны, как обычно, родственники как-то настроили маму против. А в тот институт, который хотели, чтобы я поступила в Грозный, это был медицинский институт, я не переношу ни халат белый, ни запахи эти больничные. И я вообще решила, что мы потом с Орджоникидзе переехали в республику, и тогда как раз в ноябре в 68 году, но до этого я еще в Назране работала как аккомпаниатором ансамбля «Ассы», тогда здесь в Назране был такой народный коллектив, я по конкурсу была принята в государственный ансамбль, тогда это был ансамбль песни, танцы, война. Ни один день ее жизни не был похожим на другой, скучным, серым и никчемным. Когда ей надо было отстаивать право на творчество, на место в подлунном мире. Она, мне кажется, родилась с искренней любовью к Ингушетии морозной зимой 9 декабря 1945 года в далеком Казахстане, где по родине тосковали ее папа Ахмед и мама Кейпа. Чтобы до последнего вздоха остаться борцом за ингушскую справедливость, за развитие культуры и искусства народа, за его завтрашний, светлый и счастливый день. Мы с Раей родились в Казахстане. Затем все, когда приезжали в Ингушетию, ну и наши родители тоже спохватились. У нас было 8 детей, остались только мы вдвоем с Раей. Было 5 мальчиков и 3 девочки. Между мной и Раей была девочка еще одна. Когда Рая была маленькая, она пела сильно. Мамин брат сказал, ей надо гармошку купить. Мама у нас очень сильно играла. Вот она к маме приставала, говорила, эту мелодию, ту мелодию, сыграй мне, хоть напой. Вот мама напевала, как бы уже сама она не играла. И она брала, у нее музыкальный слух был вообще великолепный. Вот с этого и пошло. И когда она начала на гармошке играть, все не хотели, в общем, что если гармошку взяла девушка, значит, у нее семьи не будет. Она вот, все, музыка для нее будет, это семья. В общем, такие вещи были. А мама сказала, я играла на гармошке неплохо, не хуже, чем моя дочь. У меня есть семья, у меня есть 2 дочки. В общем, эта тема была закрыта. Понимала ли тогда она, чем станет музыка для нее и что она посвятит себя этой музыке до конца жизни? Могла ли понять ее мать, дочь Шамиль Хаджи Томова из горного селения Барах, что это станет смыслом ее жизни? Ведь когда еще совсем маленькая была наша Рая, мама оставляла этих девочек одних и давала им задание выучить ту или иную мелодию. И они до вечера, вот пока мама не придет с работы, а они жили в Казахстане уже в депортации, должны были выучить мелодии и вечером отыграть. Могла ли тогда Кейпа понимать, насколько высоко она развивает интеллектуальный уровень своих детей, насколько музыка формирует этих девочек, и как разносторонне она формировала их уже в 3-, 4-летнем, в 5-летнем возрасте. Уже в 5-летнем возрасте Рая свободно играла на гармошке. И позже потихоньку она овладевала более сложными музыкальными нотами, мелодиями, и все время прислушивалась к тому, как играет мама. Как поет она песни, а в песнях звучит грусть и тоска. Тоска по тем местам, которые им пришлось оставить. И уже, будучи ребенком, она запомнила слова, в которых были целые истории. Так вот, песня, которую пела ей мама, о судьбе мальчика, оставшегося без отца, она помнила до последних слов. В селении Длинная долина еще до депортации был случай, когда
разлучили молодую пару, был убит отец семьи из-за кровной мести. А мама с ребенком уходит в лес, и они живут там несколько лет. И когда мальчику исполнилось лет 6, она говорит мальчику: ты понимаешь, ты должен вернуться в село, ты должен жить и должен выжить. И объясняет ребенку, что из-за кровной мести они жили в лесу, что ей немного осталось. И все-таки прислушавшись к матери, ребенок выходит в село к старейшинам, пегат паш, обычно мы говорили. И уже подходя к ним, он идет, исполняя песню, которую ему выучила его мама. И в них звучит грусть и обращение к старикам, к Всевышнему. И он говорит: «Я сирота, выросшая без отца. Я сирота, оставшаяся без матери. Я взываю к Всевышнему, я взываю к вам. Помогите, я хочу жить и продлевать свой род». И когда люди собрались и узнали, кто он, они встретились тейпы, простили кровную месть, и таким образом мальчик продолжил жизнь. Она вот такие истории мне рассказывала. И это бывало так, что вот, в любой момент она могла что-то вспомнить и начинать рассказывать, наигрывать мелодии. Вы знаете, эти вечера, эти встречи с Раей у меня останутся до конца жизни в памяти. Она была этнографом еще и потому, как все время в ее нотах, в ее рассказах звучали боль, сострадание, гордость, радость. Но буквально все проходило через ее мелодии и через ее знания и воспоминания. Ну, диджа мачерс музыкальный диджа, она просто была как первопроходец, судером, два хамдяда, да, здесь еще хамдяда, судер, два хамдяд, именно эггер хастагна, даже вен зл халдали, диона с артистов, балхвахити или амдейти, дежвахити, да, цухан мел хан ходес. Там 75 лет дали, даже 40 лет, а 35, 50 лет, примерно 50 лет, да, и 25 лет. Эггер самый сложный период. Переселенческий, потом развитие, становление. Амел, да, церцован. Цу эггер, бя болох, дуцер хозм, да, аз могу жить в мире, аз могу что пар, ну, ослди, хажир соцан, альбом, я да, уже, что делано. Бар или да, я задал раз. Да, уз бол бия. Это шин самоги, ши селдер ши денал халрах, что просто так ахча идешь, бол баца зялрцу. Могут дать. Вот сашим бета, ну, ослди задра, а все дальше. Мучаял раз. Почему самочара я цазец дать. Таян, совачхан, заявление аила. И ушла она. Здесь я когда был. $1 сагир. Рая ведь была в какой-то степени уже во взрослой жизни и музыкальным этнографом, потому как она не просто мелодии запоминала, а где были исполнены они, почему они исполнялись именно вот в таком тоне, почему именно вот так звучали мелодии, и как мелодией можно было передать грусть, и как мелодия, гармошка могла говорить с людьми. На каждый выезд Рая готовилась очень осознанно и очень ответственно. И к этому приучала своих питомцев ансамбля. Она всегда говорила: выезд – это иное, чем репетиция. Полный порядок костюмы, музыка, сам выход. Что говорим, как улыбаемся, как встречаем, как провожаем. Особенно выход и конец танца для нее имел первостепенное значение.
За все годы работы в сфере культуры Рая Евлоева вынуждена была отстаивать место под солнцем. Без собственной репетиционной базы, в приспособленных помещениях различных учреждений, где после первых разогревающих движений ансамбля поднималась пыль столбом. Для возможности дальнейшей работы стояло ведро с водой и веник, чтобы брызгать пол. Эти кадры из актового зала автотранспортного хозяйства «Назрани», где руководство предприятия пошло навстречу поистине народной артистке, разрешив проводить репетиции ансамбля «Магаз». Никто из чиновников Министерства культуры, правительства не задумывалось, в каких нечеловеческих условиях создавались государственные хореографические коллективы. Сколько сил вкладывали Магомед Гапархоев, Рая Евлоева, Абубакар Шадыжов и многие другие в создание каждого ансамбля. А ведь взращивали они юношей и девушек со всей республики, доселе не имевших понятия о хореографии. Ни одну репетицию не забыли про Рая. Вы, наверное, видели, у нас там плакаты, да, висят. Рая, Шадыжов, Абубакар. Ну, легенды, они для нас легенды. Благодаря им вот мы сейчас танцуем. Я с первого дня уже привык к ней. Она нам второй мамой была. Конечно, мы ее все боялись. Это видно было, конечно. В основном она обращала внимание на дисциплину и тишина, чтобы была. Когда она что-то нам объясняла, мы должны были ее категорически выслушивать. Когда был создан ансамбль «Магаз», я помню, мы с ней разговаривали, готовились к записи. Я говорю, как вы шифоны завязали. Это красиво найдено, это креативно, как сейчас говорят. Мы тогда решили с Абукаром набрать опять новый детский коллектив. Это были молодые юноши, подростки, 8, 7, 6 класс. Сейчас, конечно, это взрослые ребята, очень обаятельные девушки, вы их видели. 70% нашего коллектива обучаются в вузах, как у нас в республике, так и в Российской Федерации. Сказать «я ингуш» – это еще не является что-то ингушом. Ингушом надо быть. То есть, что значит быть ингушом? Вынести в свет, скажем так, самое прекрасное, самые лучшие традиции твоего народа. Культуру. Да. И это пропагандировать, чтобы люди, которые не только тебя окружают в твоей республике и за ее пределами, когда ты будешь представлять свою нацию, культуру своего народа, чтобы ты могла сказать, да, я являюсь частицей этого огромного мира. Потому что каждый человек имеет свое лицо, да? Точно так же, как каждая нация имеет свою хореографию, свою музыку, свои традиции, свои обычаи. Дугурхан, в руках вот эти две фотографии, вот они, две фотографии, это память не только о Рае Евлоевой, а Абубакару Шадыжеву посвящена. Это и фотографии памяти напоминают мне Мухтара Бузуртанова.
очень большого патриота. Он однажды говорит, вот Рая Евловия согласилась бы поехать в Базоркино старикам, мы заехали бы к людям. И вот именно воплощая его идею, Рая, естественно, согласилась. И вот там сняты эти две фотографии. Вот это я помню, это старик Харсиев. Уже тогда ему было много лет, преклонного возраста. Видишь, Джамал Барахоев. И вот так мы поехали. Она от души играла. Столько счастья, столько радости она дала людям. Мне кажется, вот проживя такую жизнь, да, она очень многих людей радовала. Давала возможность, вопреки всему, преодолевать эти трудности, жить, невзирая ни на что, радоваться жизни. И вот своей гармошкой она так возрождала надежду в душах людей. Я работаю с ней с 2012 года. Я была совсем маленькая, я была в 8 классе. Это было в Майском. Я помню, она приехала в Майское и хотела набрать девочек. Она как-то один раз пришла, увидела, что есть девочки такие высокие, симпатичные, и все, сразу решила. Я сразу к ней пошла. Я помню, была высокая, она мне сразу поставила первый ведущий. И вот с тех пор, можно сказать, началась моя эта деятельность. Я утром занималась с ней, в обед училась, а после обеда, я помню, она отводила нас в разные мероприятия в Назране, по республике. Вот. И так я проходила, можно сказать, 2 года. После 9 класса все уже. Я в первой смене, у нас график тут был с 2 до 6. Я уже была гражданином Российской Федерации, у меня был документ, я уже официально устроилась тут работать, благодаря нее, конечно. Но она требовала там, не было, хочешь ты, не хочешь, она хотела, все, она же такой была требовательной. Все, можно сказать, что с 2012 года я с тех пор тут. Она с первого дня занялась мной, с первого дня требовала от меня. Я помню, как она меня палкой могла по локтям, по кистям, по ногам. То есть она хотела что-то сделать, создать. Это было нормально. Я относилась нормально к этому. Я даже маме не жаловалась. Я помню, она могла ударить и сказать, ноги, свои колени собери, быстро собери. Она хотела, она требовала. И я, как должное, молчала и все это терпела. Больно не было, мне нравилось. Мне нравилось то, как она взялась именно за меня. И на протяжении многих лет, прям до ее смерти, она занималась мной. Раю я помню с детского сада. Люба, Раина сестра, была воспитателем у меня в садике. Рая приходила туда, она играла песенки, нам на пианино играла, на гармошке играла. И мне это все нравилось. В актовом зале было мероприятие, я помню, Рая была в белых вещах. Она играла на пианино у нас. Когда мама попросила Раю научить играть у меня и сестру старшую на гармошке, она меня не взяла, потому что маленькие. И пошли в музыкальную школу. Там Марина Икажева преподавала, набирала девочек. К ней мы начали ходить. Год-два походили, уже 3-й год. Я за счет того, что ростом маленькая, гармошка тяжелая, не могла играть, мне тяжело было, никак не могла научиться. Когда я уже ходила в школу, Рая пришла к нам в школу, чтобы набирать детишек в ансамбль, в хореографию, на хореографию набирать. И я тут подошла к Рае, сказала ей, я говорю, вы меня помните, я воспитанница Любы, вашей сестры, вы у нас в детском садике были, я вас помню, как вы на пианино играли. Я тоже умею играть на гармошке. Да? Я говорю, а что ты умеешь?
Ну, я села, сыграла. То, что я выучила почти эти 3 года, я наигрывала одну мелодию правой руки, вторую никак соединить не могла. И в каком-то классе музыкальной школы, уже 3-й класс, я напросилась к Рае, чтобы она меня обучала. Она мне сказала: я тебя возьму в 1-й класс. Ну, я рада была, пришла домой, маме рассказала вот так. И вечером придешь ко мне, сказала, если надумаешь. Вечером я пришла, ну и мама дала добро. Я пришла к Рае и стучусь к ней, поднимаюсь на 4-й этаж. Кто там? Союз Рая ялырас. Абали ялыр. Хади Якбекова. Рая открывает. Эй, только Хадина-то. Он как сыграет. Хотела он Прошли в комнату. В комнате диван, телевизор. У Раи очень скромно было. Сервант, вот посуда, пианино, гармошка и роза ее вот. И, ну, взяли инструмент, что ты умеешь, сыграть упражнения правой, левой руки, в общем. И начали играть, заниматься, и буквально вот через 2-3-4 месяца я сама почувствовала, что у меня начался процесс. Я могу соединить, играть мелодии, потом каждый день, я каждый вечер приходила к Рае. И ей это нравилось, что я к ней прихожу, и мне нравилось, что я вот у такой заслуженной артистки нахожусь у нее дома. Каждый вечер слышу, как она играет, как она разговаривает. Выходили с ней на балкон, она постоянно рассказывала истории, общалась с этой розой своей, с цветочком. Она так ласкала его, как маленького ребенка, вот этот цветочек. Иногда бывало, что он не цвел цветок, ну, роза она была, не цвела, она ее поласкает, иногда бывает поругает, а потом она начинала цвести. Далгеш Долцо. Раечка, мы выросли с ней вместе. Как старшая сестра нам была, играла всю жизнь у нас. Вася, в Сочи, везде мы были. И в Ростове, и в Тбилиси. Везде сопровождала Рая нас. По-моему, нет ни одного человека, примерно нашего возраста, это 100%, чтобы не знал. Кто это? Рая Евлоева. Все гордились тем, что она у нас есть. И эту же Раю тут учил Магомед Гапрухоев. С самого начала. Когда аса создавалась, Рая играла. Ну, как играла? Ну, дома. Да. Магомед каждую ноту сам ей преподносил. Вот Ахмед не даст соврать, это Ахмед так же было. Ну, это новая мелодия. Новая, да. Так-то Рая играла, но хореография танцевальная от бытовой, оно отличается конкретно. Какое наследие, сколько песен осталось, сколько мелодий, сколько девочек она обучила. Наследие есть, хорошее наследие. Раю будут помнить. Самая моя любимая ученица у Раи – это Марина Икашева. Да. Как она играла. Да. Это, и причем ноты, все. Вот эта ученица Рая, вот достойная. Вот, кого девочка, я помню, это Маринка Икашева. Рая Евлоева для меня и для Гули прежде всего педагог-наставник. Это были те 70-е годы, когда мы были школьницами, мы учились в 10 классе. Пархоев Магомед и Раечка
прибыли в Сунжинский район создать коллектив. Поначалу состав был, ну вы знаете же, текучесть всегда была большая. Они приезжали на репетиции, и вот как-то вроде бы что-то, период становления коллектива начал осуществляться, и мы постигали азы хореографического искусства. Конечно, Рая была очень строгая, и вместе с тем она очень любила талантливых девочек. Она всегда хотела, чтобы девочки были ухоженные, очень дисциплинированные и понимали, что им говорят. Несмотря на то, что мы вот родственники одной фамилии Юлой, да, но я уже Раей познакомилась немного ближе, когда она работала в инструментальном ансамбле чечено-ингушского телерадио. Но Рая, как тебе сказать, я тогда была начинающий только работник, я была просто ни для кого, никто и ничто. Только пришла, была диктором, и вот сидела в отделе писем, работала, и параллельно вела музыкальные программы на ингушском языке. Это я делала бесплатно, потому что редактора не было, и мне интересно было. И мы так познакомились, все к ней относились с уважением, у нее уже имя было, это была Рая Евлоева, это было достаточно уже, потому что все ее знали. И она играла. Но она недолго проработала на тот период, потому что она уволилась, ушла. Чем я не запомнила. Вот тогда меня и не касалась эта тема работы этого инструментального ансамбля. По ее рассказам я знала, что она в Лезгинке работала, в дагестанском ансамбле, так? В Войнахе работала, да. Я знала, что она уже прошла вот многие этапы гармонистки. До 1992 года, создавая хореографические музыкальные коллективы, Раиса Ахмедовна жила завтрашним днем, ведя неустанную работу по выявлению и обучению юных дарований Ингушетии, которым созидать, представлять и развивать в дальнейшем республику. Через что прошла она сама, оттачивая мастерство оркестранта, композитора, гармонистки, работая в известных во всем мире государственных творческих коллективах Северного Кавказа, знают немногие. Это человек, который у истоков нашего искусства, нашей культуры стоял. В 1977 году я после окончания хореографического училища, меня уже пригласили в ансамбль «Войнах», а тут приезжает грозный ансамбль «Лезгинка». Было такое время, когда проходили такие дни культуры Чечено-Ингушетии там в Дагестане, в Осетии, и наоборот, то же самое. Вот дагестанский ансамбль «Лезгинка» приехали в Грозный. Значит, в саду 1 мая был концерт, мы пошли на концерт, я посмотрел концерт, мне понравился коллектив, он был заслуженный, государственный заслуженный ансамбль танца Дагестана, единственный на Северном Кавказе был заслуженное звание имел в коллектив. Руководитель у них был Танхо Израилов, народный артист СССР, который 20 лет был ассистентом у Игоря Моисеева в Москве. Ну, авторитетный очень большой, такой человек большой был, имя было. Значит, я посмотрел и на следующий день пришел к ним на репетицию. С репетиционкой пришел, репетиция идет, я подошел к Танхо Селимовичу, говорю, подошел, здравствуйте, поздоровался, он говорит, да, слушаю вас, я говорю, я хотел бы провериться. Переодевайся. Я переоделся, проверился и 2 слова все сказал. Завтра в 9 часов от гостиницы «Чайка» автобус отъезжает. Все, не опаздывать. И я уехал. И, значит, я приезжаю в Махачкалу, прихожу на репетицию, и кого я вижу в оркестре? Сидит Рая Евлоева. Я обалдел просто. Рая Юла, она меня... Ну, короче, работы начали, готовились поездки в Питер, на интурист работать, затем в Болгарию, в мини-Югославию, у нас гастроли за границу. И, значит, такой момент, я вот о чем хотел сказать, один момент из жизни, который вот я запомнил, с Раей связанный. Танхо Селимович Израилов посадил оркестр и начал распределять каждому музыканту, кто в чем будет одет, за границу ехать. Очередь дошла до Раи. И он говорит, так, костюм, аварский костюм одеть на нее. И тут Рая руки в боки, естественно. Что?
Какой аварский костюм? Я, кроме как национального ингушского костюма, ни в чем не согласна и не буду сидеть в оркестре и выступать. Танхо Селимович сказал, как это не будешь? Будешь? Нет, не буду. В таком случае вы не поедете за границу. Если я не поеду за границу, ничего страшного. Но факт то, что я не одену, кроме как ингушского национального костюма, по-другому вы меня здесь не увидите. Когда вы свободны, хорошо, до свидания. Встала и ушла. Это о чем говорит? Это был показатель. Я Йолыш, Сидулыш, Валай, Догдолыш, Сагир, Рая. Вот в этом эпизоде она вся Рая, в общем. Когда она создавала ансамбль Ингушетии нынешний. Ты помнишь эти времена? Да. Репетиционный зал, маленький. Но я помню, я не знаю, все свои нервы, всю свою душу, все свои знания, все она вложила тогда туда, в этот ансамбль. Вот все. Они по дворам ездили, этих девочек не пускали. Ребят, они ездили по дворам, да, конечно. Выпрашивали этих девочек у родителей. Сегодня эта тема не актуальна в республике, но на тот момент это было. И какие яркие солистки были. Очень. Албагачиева. Да ряд других, я каждую вот по фамилии не могу вспомнить, а попозже, которые следующая плеяда пришла, какие девочки. Мы в Уфе были, когда Дни культуры проходили, в Уфе, в Башкортостане. Как встречали ансамбль? Ты помнишь это? Помню. Это была настолько теплая встреча, я не могу забыть эти мгновения. И танцы были. И танцы были, и постановка была. Рая была иногда невыносима во время репетиции. Мне было сложно снимать, наблюдать за этим. Невыносимо. Это в полном смысле этого слова. То есть она могла и голос поднять, повысить. Зато она добивалась того, чего хотела. То есть этот номер был доведен до совершенства. Значит, такая манера у нее была работы. Что бы ни происходило у нас в республике, какие бы ни играли спектакли или празднества, Рая всегда бывала в числе первых. Она находит все время такие трогательные вещи и говорит, пишет, и плачет душой. Она все годы, сколько мы помним себя, с 90-х годов, в дни трагедии депортации исполняла песню, которую мы забыть никогда уже не сможем. Дагадуа Шана Тахамир.
и пела так, как могла петь только она. Histar kızı Leyla tasış, doğutulmuş saçur. Suhanışkı hınna atıkım, çıktı yoluş hınna bas. Matıl destış, danna adım, ditselitim ne giddat. Suhanışkı hınna atıkım, çıktı yoluş hınna bas. Matıl destış, danna adım, ditselitim ne giddat. Но она пела не только о трагедии, она пела и исполняла и другие песни. И всегда могла исполнить так, что она буквально всех заставляла собираться, прислушаться. И если она гордится, мы гордимся вместе с ней. Если она радуется, то мы радуемся вместе с ней. А праздники в Эгикале, как они проходили. И снова голос в рае звучит «Сидбил Яни Вейдей Мехка». А как она исполняет? Чоу повел, эй, канты, ожил и сел,